День. Да. Добрый день. Сегодня мы начинаем свой очередной вебинар. И меня зовут Павел Василий Климович. Я являюсь ректором Малой академии наук Республики Саха-Якутия. И сегодня такой вот тоже замечательный у нас день, где мы, значит, делаем такой наш вебинар в дистанционном варианте, формате. Наши участники находятся сейчас в Москве, которые будут выступать, и в Санкт-Петербурге. Поэтому приветствую вас, Александр Владимирович, как раз я вижу, да. Ну и сегодня у нас тема такая, что называется «Развитие технологий и их влияние на общество». Тема очень важная, значительная, и также я вижу другого участника, Петр Афанасьевич Неустроев. Вы в Санкт-Петербурге, я так понимаю, да? Спасибо, что присоединились. Ну и Петр Иванович – это наш постоянный соведущий, который сейчас тоже находится в Санкт-Петербурге. Значит, мы сегодня находимся, я сейчас нахожусь в пространстве совместного, как называется у нас, совместного творчества или совместного, наше пространство здесь, точка кипения, совместной работы, да, получается. И это такой большой федеральный проект, который уже в Якутске имеет две точки. Да, это у нас общегородская, республиканская, и одна при нашем Северо-Восточном федеральном университете, где я сейчас нахожусь и откуда я вот веду свое введение, да, рассказ. И это тоже вот замечательный такой пример, как новые технологии позволяют нам совершить вот данное мероприятие, находясь совершенно в разных точках пребывания. И, естественно, это позволяет нам в эпоху пандемии очень хорошо взаимодействовать, работать, несмотря на все ограничения, которые физически сейчас имеют место быть. Но, собственно, хочу сказать несколько слов, как вот я сам, да, ощутил на себе все изменения, которые технологии сделали, да, так сказать, буквально находясь в Якутии, значит, ты ощущаешь себя очень далеко от основных центров нашей страны, и в свое время поездка, допустим, в Москву или куда-то, значит, это было совершенно большое событие, и сейчас многие вещи мы можем совершить и сделать абсолютно и буквально, я бы сказал, как говорится, одномоментно, используя вот эти новые коммуникационные технологии. Ну и, соответственно, у нас, значит, сейчас вопрос только идет о том, какой временной пояс. Очень многие вещи мы делаем на одном и том же часовом поясе, что замечательно, можем проводить сейчас много классов и прочее. Ну и сейчас вопрос очень большой, что идет, что касается изменений, например, климата. Сейчас появляется очень много новых технологий, которые позволят нам создавать так называемую зеленую экономику, и это тоже очень важно, технологии меняют все. И также мы стали свидетелями невероятных прорывов, то, что показывает, например, изобретение, которое производит компания Илона Маска, да, абсолютно новое понимание того, каким образом должен быть устроен, например, автомобиль. И точно так же это все может измениться и может быть использовано для авиации, что тоже будет полностью совершенно новым революционным моментом развития. То есть фактически сейчас технологии стали большими дисрапторами развития. И вот я хотел бы сегодня, пользуясь возможностью, еще раз поблагодарить нашего первого спикера, значит, Александра Владимировича Лентовича, который у нас является нашим всегда важным партнером. Он является директором гимназии, университетской гимназии при Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова. Приветствую вас, Александр Владимирович. Да, так сказать, вы всегда
находитесь на как раз острие всех изменений, которые происходят в образовательном пространстве нашей страны, и вы являетесь руководителем очень интересного движения креативных педагогов и также одним из ведущих руководителей, президентом международной организации Милсет Восток, объединяющей страны СНГ, как раз способствующая развитию научно-технологического досуга среди молодежи в этих странах. И вы как раз знаете, какие тенденции в мире происходят, особенно в образовательном поле и научном одновременно. Поэтому хотел бы вас попросить ваши видения, комментарии, идеи, которые возникли в связи с нашим вот топиком. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо, Василий Климович, за возможность выступить на вашем сегодняшнем форуме. Вот. Но при этом хочу заметить, что как бы хороши ни были информационные технологии, коммуникационные технологии, они никогда не заменят личной встречи с вами, уважаемый Василий Климович. Вот. На что я надеюсь в скором времени. Вот. Значит, так, сейчас я включу, несколько приготовил картинок. Вот, ну, значит, в плане рекламной паузы напоминаю, что университетская гимназия МГУ ждет ребят 7 и 9 класса на вступительные испытания весной. У нас бесплатное обучение, проживание, питание, поступление на все факультеты МГУ после школы, поэтому мы ждем ребят со всей страны. У нас 55 регионов учатся, и с удовольствием, с применением информационно-коммуникационных технологий учим в очном режиме. Вот. Значит, ну, я хотел бы остановиться на таком небольшом ретроспективном экскурсе, что же такое технологии, как появились информационно-коммуникационные технологии, действительно, как они влияют на наше сознание, на наше взаимодействие, потому что как бы технологии ни развивались, человек всегда должен оставаться человеком, субъектом собственной жизни, субъектом собственного действия. И надо понимать, что любые технологии, любые новшества – это прежде всего только инструменты, да, потому что нередко мы начинаем заигрываться в технологии и начинаем их воспринимать как некая самоцель, как некоторый фетиш, как некоторая замена наших природных, субъектных, самостных возможностей. Вот. Но это всего лишь, конечно, инструменты, и человечество много раз проходило через такие технологические аморфозы, вот, когда возникла, собственно, письменность, когда возник транспорт, и человечеству приходилось приспосабливаться к этим новым инструментам для того, чтобы использовать их во благо развития, во благо самореализации. Вот. И, значит, действительно, на каждом таком этапе возникало много скептиков, которые говорили, что вот возникла письменность, ну а что теперь станет с устной речью, что станет с живым общением, все только будут освоят грамотность и будут только читать, не общаться друг с другом. Ну вот, как мы знаем, ничего такого не произошло, наоборот, письменность. Ну и про разные другие то же самое можно сказать. Ну вот, в соответствии с теорией Кондратьева, да, значит, с момента возникновения промышленного производства у нас прошли через серию сменяющих друг друга технологических укладов, да, то есть совокупность технологий, которые определяли среду жизни общества. Да. И вот, значит, выделяется 6 главных технологических укладов, которые определяли, собственно, характер жизни человека.
начиная с возникновения текстильных машин и паровых двигателей, да, когда у нас ручной труд в этих областях стал уходить в прошлое, возникновение широкого применения электричества, которое сделало нашу цивилизацию электрической, да, потому что 200 лет назад, или когда там Фарадей производил свои опыты с этими самыми, со статическим электричеством, да, значит, возможно, его воспринимали как некоторого чудака, который занимается не имеющими отношения к практике вещами. Вот, значит, соответственно, электричество перевернуло жизнь человечества, массовое машинное производство, да, вот мы живем в эпоху электроники и перехода к нанотехнологиям. Электроника действительно изменила нашу жизнь и в плане передачи информации, в плане ее хранения. Значит, ну вот нанотехнологии предполагают, что значит, принципиальное изменение характера производства, да, когда раньше для того, чтобы что-то произвести, мы из некоторого материала, листа железа, там, вырезали то, что нам нужно, а здесь мы начинаем как на 3D-принтере из материала печатать, создавать тот объект, который нам нужен. Ну и, значит, есть всякие футуристические прогнозы, что дальнейшее развитие электроники, нанотехнологий, создание нейроинтерфейсов, значит, приведет к глобальному контролю над каждым человеком и потере, собственно, самости человека, да. Но, значит, об этом идут многочисленные дискуссии, но я придерживаюсь того мнения, что как раз развитие дальнейшее, значит, технологий откроет новые принципиальные возможности для развития индивидуальности человека, да, потому что именно электронные нанотехнологии позволяют производить индивидуализированные продукты, да, значит, потому что раньше экономика двигалась чем? Тем, что создавалось большое количество штампованных одинаковых значит, предметов потребления, да, автомобилей, например, компьютеров. И, собственно, развитие экономики зависело от того, насколько массово одинаковые продукты удастся продать. Да? И, соответственно, главной задачей было развитие потребительского спроса на одинаковые товары. Да? Значит, с развитием современных технологий товары возможно индивидуализировать, да? То есть для каждого человека, да, это вот, так сказать, в машиностроении, это тюнинг разный, да, то есть максимально индивидуализировать конечный продукт, и эффективность развития экономики начинает зависеть от того, насколько творчески каждый человек сможет сформулировать собственный персональный заказ под конкретный, значит, на конкретный нужный ему продукт. Да? То есть возникает в создании продукта добавленная стоимость, связанная с индивидуализацией, а от производства требуется, соответственно, более квалифицированный штат специалистов, которые в состоянии этот творческий запрос понять, сформулировать в виде технического задания и реализовать в материале. Ну вот, значит, лучший пример этого, да, значит, современные проекты монолитно-кирпичного строительства, да, значит, если раньше вот эти вот хрущевки штамповали одинаковые в больших количествах, да, совершенно одинаковые, то теперь возможно создание в каждом случае индивидуализированного проекта. И, значит, это вот характеризует то, о чем я сказал.
Значит, современное развитие технологий, значит, создало особую область действительности или техносферу, в которой нам приходится, значит, существовать и использовать ее возможности для нашего, как я сказал, субъектного действия, да, потому что, еще раз, с точки зрения антропологического подхода, главное – это человек, все остальное, то, что его окружает, это инструменты, средства его самореализации в жизни, достижения самостоятельно поставленных целей. И, значит, здесь тоже очень важно, что сохранение субъектности, самости человеком дает ему возможность занимать собственную позицию и не быть манипулируемым со стороны тех же самых, значит, информационно-коммуникационных технологий, телевидения, интернета там, и так далее. Да, то есть это дает возможность ему понимания того, зачем тот или иной сайт или та телевизионная программа показывают ему ту или иную картинку, кто за этим стоит, в чьих интересах это делается и кто пытается на тебе, соответственно, заработать или индоктринировать ту или иную позицию. Да? Ну вот в связи с коронавирусом мы тоже, значит, хорошо видим, что существуют, значит, разные информационные кампании, которые, не буду вдаваться в подробности, предлагают ту или иную позицию, очень часто не имеющую никакого отношения к, значит, реальному научному знанию, но с помощью, значит, современных технологий действительно это часто происходит очень убедительно. Вот. Значит, соответственно, благодаря развитию новых технологий, благодаря развитию нового знания мы в современной науке пошли к послеклассическому ее этапу, когда вот эти вот большие системы, которые создаются и в экономике, и в информационном пространстве, становятся все более открытыми, неравновесными и нелинейными, да, значит, и, соответственно, мы их изучаем и с помощью, опять же, big data, значит, других сфер начинаем с ними работать. Да? И, значит, соответственно, источником развития в таких системах является их открытость, да, взаимообмен энергии, информации с другими системами. И вот тут экономические кластеры как раз хороший пример, когда, значит, наиболее эффективное развитие, технологическое развитие обеспечивают совокупность сходных по сфере деятельности компаний, которые обмениваются технологическими решениями. Благодаря этому достигается критическая масса, необходимая для развития. Неравновесность, да, неравновесие состояния, возможность воспринимать малые внешние воздействия, не разрушая их. И в этом отношении вот как раз консервативная система современных школ является отрицательным, наверное, примером, когда нормативно-методический пресс, под которым живет школа, выталкивает все новые инновационные решения, выталкивает специалистов, которые не вкладываются в жесткую методическую систему, тем самым тормозя развитие. Да? И, значит, создание точек роста, значит, которые используют ресурсы вот таких малых внешних воздействий или привнесения инноваций. Ну, соответственно, это создает современный цивилизационный уклад, который характеризуется глобализацией, развитием принципиально новых средств коммуникации, социальной профессиональной мобильностью,
доступностью самых разнообразных средств потребления. И вот, значит, к сожалению, доступность средств потребления является отрицательным тормозящим фактором, поскольку значит, поскольку создает рамку внешнего целеполагания для мотивов каждого человека, тем самым редуцируя его субъектность. Ну и вот переходя уже к образованию, потому что никуда мы не денемся все равно от образования, потому что именно оно конструирует образ будущего общества и его устройство, взаимоотношения людей в этом обществе. Да? И, соответственно, наши дети попадают в условия нового типа социализации, когда у нас значительная часть нашей жизни уходит в виртуальное пространство, и мы попадаем в ситуацию киберсоциализации, да, диффузии ценностных, культурных, сословных и других ориентиров. И здесь очень важно, значит, то, что сейчас у нас провозглашается на уровне правительства, важность воспитания, важность гражданского воспитания, когда мы приобретаем основу отношения к другим конфессиональным, культурным укладам, благодаря прочной основе, заложенной нашими национальными культурными традициями, да, и не происходит вот этой диффузии, когда мы не можем ответить себе на вопрос, а кто мы, да, вот это постоянное взаимодействие с представителями других социальных групп, национальностей и конфессий, значит, да, ну и, значит, неопределенностью в составе будущего рынка труда, которая, значит, в условиях узкопрофессионального образования создает неуверенность в завтрашнем дне, а вот то, что у нас зафиксировано в образовательном стандарте, развитие универсальных учебных действий и метапредметных и личностных результатов образования, как раз это создает метапредметные навыки, которые позволяют ориентироваться и прогнозировать, значит, динамику развития рынка труда, возникновения новых профессий, соответственно, адаптации, возможности переквалифицироваться в соответствии с изменением запросов рынка труда. Значит, ну вот аналогом нашей концепции универсальных учебных действий является, например, значит, сформулированные на Западе, значит, требования к навыкам информационного общества в образовании, которые предполагают вот, значит, следующее для учащихся: сформированность мировоззренческой картины мира, командность, вот то, что является для нашего образования достаточно серьезной проблемой, потому что у нас результат обязательно индивидуален, и методик оценки действия в команде в общем образовании не применяется. Да, навык планирования своей деятельности и жизни – это то, что реализуется в результате исследовательской проектной деятельности, которая тоже у нас часто декларируется, но далеко не всегда эффективно реализуется. Способность находить, систематизировать и использовать информацию и знания, и, значит, рефлексия, значит, собственных поступков, собственных планов. Вот, это, собственно, то, что обязательно должно у нас реализовываться в системе школьного образования, в системе общего образования. И вот, например, деятельность Малой академии наук, деятельность, значит, Сириуса и отделений Сириуса сейчас по России направлена как раз на то, чтобы эти качества как раз прежде всего внедрять в систему образования,
но, значит, часто это вот в массовую школу проникает с очень, очень большим трудом. Значит, это спектр различных технологий, которые применяются в образовании сейчас. Ну и, собственно, одна из главных задач, которая сейчас поставлена, это цифровизация этих технологий. Да, то есть, значит, я считаю, что вот цифровые технологии, информационные технологии, это не должны стоять особняком как подхода к образованию, да, это, с моей точки зрения, должно быть средство повышения эффективности наших традиционных образовательных технологий. Ну и, значит, то, чем я занимаюсь, это технологии научно-практического образования, которые позволяют действительно вот развить у учащихся, соответственно, эти качества с применением, естественно, IT-технологий. Значит, исследование и проектирование, да, это, собственно, типы деятельности, которые человечеству давным-давно известны. Очень интересно проследить историогенез развития в культуре и, собственно, преемственность тех функций, которые эти технологии имеют в современном образовании. Да, потому что вот, собственно, исследование окружающего мира и выбор оптимальных сценариев поведения являлись залогом выживания первобытного человека, да, благодаря этому, собственно, мы с вами, наверное, сейчас на Земле живем, ну и так далее. Я не буду, как бы, так сказать, останавливаться подробно, да, но важно, что сейчас для образования, собственно, и для быта исследование и проектирование являются способами восприятия окружающего мира, поиска оптимальной траектории жизни, оптимальных способов действия, понимания окружающего мира и составления адекватной картины окружающего мира. Функции научно-практического образования предполагают развитие общих способностей и склонностей, технологическую компетентность, да, вот, соответственно, владение инструментами нового типа социализации в условиях современного технологического уклада. Ну и, значит, для тех ребят, которые избрали сферу своей деятельности в области интеллектуального труда, это профориентация, ну и даже я бы не очень даже это слово люблю, профессиональное самоопределение скорее и встраивание в современную цепочку научно-технологическую. Ну и вот, значит, сейчас мы реализуем идею научно-образовательной платформы «Вернадский». Да, значит, платформа сейчас понимается прежде всего как IT, информационная платформа, но мы понимаем это шире, то есть средства цифровизации являются инструментом упаковки наиболее эффективной, значит, содержания, да, значит, содержанием является исследовательская и проектная деятельность как главные средства повышения эффективности современного образования, приобретения всех тех компетенций, о которых я говорил. Да. Значит, это и концепция этого типа образования, совокупность условий образовательного процесса и форм его организации, что очень важно, контрольно-измерительные материалы и средства их, значит, и средства их применения, да, и обобщения, и сетевое взаимодействие, внешние коммуникации, что переводит участвующие здесь учреждения образовательные, и не только образовательные, именно в состояние вот того кластера, который позволяет эффективно совместно развивать подходы и методики.
Ну, значит, наш всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени Вернадского, которому скоро будет 30 лет, который эффективно в этом направлении двигается. Сетевое взаимодействие в области исследовательской проектной деятельности, который предполагает, вот как Василий Климович сказал, да, значит, часть, связанную с университетской сферой, часть, связанную с российской межрегиональной сферой, и выход на международную арену, потому что именно вот такое последовательное продвижение как образовательных технологий, так и результатов детских образовательных проектов позволяет задавать ориентиры и эффективно развивать это направление. Ну, несколько таких интересных технологий именно дистанционных, которые позволяют реализовывать образовательные проекты в формате дистанционного взаимодействия. Конкурс идей междисциплинарных исследований, междисциплинарный хакатон, значит, вот, который мы пытаемся, планируем такие формы реализовывать в составе международных интеллектуальных игр, которые вот Малая академия наук, Министерство образования Республики Саха-Якутия совместно с нами планируют следующим летом. Вот это как бы с широким международным участием. Значит, парк онлайн интересный, который мы реализовали на базе в условиях дистанционного образования и самоизоляции. Ну и некоторые информационные ресурсы, значит, сайт движения исследователей, на котором дается информация о проектах наших. Ну и вот совместный проект, который мы реализуем с группой компаний просвещения, это вот лаборатория проектов. Сейчас она в режиме тестирования, этап тестирования, да, когда дети и взрослые могут сконструировать план реализации своего проекта с помощью этого ресурса, получить консультационную удаленную поддержку учителей и ученых и, собственно, реализовать проект, причем в самых разных областях, на самом разном уровне сложности. И чем мне нравится этот проект, тем, что действительно это не предзаданная структура, в которую нужно втискиваться, а действительно достаточно широкие возможности для самостоятельного конструирования проекта. Вот. Ну, значит, наверное, все, что я хотел сказать. Большое спасибо за внимание. Александр Владимирович, замечательный такой широкий рассказ, и как раз затронули большими мазками всю ситуацию в основном мире происходящую. И хочется действительно сказать, что у нас сейчас происходят абсолютно колоссальные изменения, меняется фактически вся парадигма нашего образовательной системы. И то, что вот происходит сейчас в университетской гимназии, это как раз пример тех вот изменений, которые идут, полного, значит, очевидно, анализа и восприятия того, что грядет и как это можно использовать, каким образом можно в этом участвовать в совершенно новом формате, новыми идеями, вовлекая огромное множество актеров, то есть участвующих лиц в это, и фактически создание такого очень действенного, активного сообщества людей, которые постоянно занимаются поиском, развитием и, соответственно, создает те возможности, которые сейчас благодаря технологиям и возникает, и одновременно меняет наше восприятие философское вообще нашего существования и, как вы сказали, самости. Ну и, соответственно, мы живем как раз под удивительным таким и видением, скажем так, и тем замечательным
подходом, который в свое время основал Владимир Иванович Вернадский. Да, это значит, великая идея ноосферы, то, что сейчас наступило реально, и все то, что технологии дали человеку, они меняют полностью и становятся такой гигантской, ну, абсолютно геологической силой. В этом плане, да, так сказать, мы как раз восхищены вашей деятельностью. Спасибо огромное, что вы помогаете как раз по развитию нашего, значит, движения в Якутии и стали таким, значит, идеологом, который развивает международные интеллектуальные игры. И я думаю, что это все будет иметь исключительно хороший результат. И я надеюсь, что многие якутские ребята, ребята из Дальнего Востока нашей страны смогут поступить в Московский государственный университет благодаря вот той деятельности, которую вы проводите через Московский государственный, значит, университетскую гимназию. Московского государственного университета. Спасибо большое, Александр Владимирович, это просто было замечательно. Ну и сейчас я хочу предоставить слово нашему тоже замечательному партнеру, который с нами постоянно работает. Это такой серийный инноватор, значит, создатель множества стартапов, человек неугомонной фантазии. И он настолько стал большим и великим, что не удержался в пределах Якутии. Сейчас он в Северной Пальмире, значит, создает свое тоже как бы начало абсолютно новой страницы и, соответственно, не забывает про свою маленькую родину, да, так сказать. Уважаемый Петр Афанасьевич, пожалуйста, вам слово относительно ваших удивительных видений того, что произойдет с нами, во что превратится наше общество или превращается под влиянием, под воздействием новых технологий, потому что технологии, как вы знаете, имеют как имеется, как Янус, да, так сказать, они двуликие, они могут давать и положительные, и отрицательные, и одновременно положительные изменения могут и привести к отрицательным. Все это невероятно взаимосвязано, динамично, и, как говорится, в этом есть диалектика нашего развития. Пожалуйста, Петр Афанасьевич Неустроев, просим вас всех любить и жаловать нашего замечательного спикера сейчас. Пожалуйста. Добрый день, доброе утро всем спикерам. Александр Владимирович, очень рад был слышать вашу лекцию. Очень хорошая такая познавательная вещь. И вы очень много делаете. Я так понял, что это все очень классно. Но и в продолжение немножко, скажем, вот тех мыслей, которые были изложены в этой лекции, в вашей лекции, позвольте мне немножко добавить, ну, от себя как бы, да, от нас, то, что мы сейчас видим. Сейчас, вот, на мой взгляд, сейчас происходит вообще страшная революция. Вот прямо сейчас, прямо сегодня. Почему? Я поясню. Потому что в предыдущих технологических революциях дети допускались к технологиям позже. То есть они как бы, они к этому не прикасались лично, они росли, там, становились школьниками, потом становились, там, не знаю, там, студентами, рабочими. И они увидели, да, там электрификацию увидели своими глазами, там паровозы начали понимать, что внутри паровозов там и так далее. Но они это видели только тогда, когда они допускались через определенный фильтр взрослых. То есть они когда доходили до какого-то уровня, когда их допустят до этой технологии, там, доходили там, когда они становятся уже рабочими и так далее. Сейчас же технологии в них заходят сразу, в 3 года, в 2 года. Абсолютно бесконтрольно. Никто не контролирует, что они там делают. Кто знает, чем занимаются дети там, в 5 лет там, или в 7 лет? Что они смотрят? Да, кто знает? Никто не знает. Вы кто-нибудь вот сейчас в аудитории знаете, что такое PUBG? Да? Вы знаете, что происходит у них внутри Майнкрафта, внутри там Роблокса? Как они себя ведут? Как у них выстраиваются общественные цепочки? Чем они там еще занимаются? Да, там? Кто-нибудь знает какой-нибудь университет? Нет. Ни один университет мира сейчас над этим не думает. А зря, потому что человек всегда интерполирует, когда взрослый становится, то, что он видел, то, что у него закладывалось с детства. Он никогда как бы, ну, учится, но это процентов, это налет, да, налет интеллигенции, грубо говоря, потом, который насаживается. А на самом деле ребенок формируется, когда мы четко знаем, это с 4 там, лет, до 9-10. В этот момент ими занимается только игровой мир.
игровой мир делается, ну, скажем так, всяко разно. Кто во что гораст. Где ответ, где больше, там и делается. Поэтому общество, которое придет на смену, поколение, которое придет на смену 10 лет, 20 лет, 30 лет вперед, которое, это как раз общество, которое сейчас играет в эти игры. В эти социальные мультиплеерные игры. Там у них реально совершенно другой мир. Поэтому мы, как бы, я вот посмотрел, очень много этим занимаюсь, поэтому знаю хорошо, да, этот мир внутренний. Поэтому мы сейчас вот как раз вот стараемся заходить в эту часть области. Потому что все-таки вот нынешние студенты, которые сейчас находятся, студенты и дети старших классов, они уже немножко другие. То есть они совершенно не те, которые учатся в 6-х, там, 3-х классах, во 2-х классах. И это, возможно, вот на наш взгляд, это очень сильно влияет, особенно на психологию ребенка. То есть кем он станет, вот социальная вот ориентированность, да, вот это очень хорошее слово. Вот кем он станет, зачем он это будет делать, как он воспринимает общество, как он воспринимает законы, будет ли он заниматься тем или другим совершенно, да. Вот это все закладывается, к сожалению, игровым миром. А мы вот игровой мир не понимаем. Мы считаем, что это что-то какая-то абсолютная там вещь, которой не нужно заниматься этим, ну, там кто-то этим делает. И они просто играют в игрушки, мы так считаем. Нет. Абсолютно нет. У них там общество. У них там есть люди, которые являются лидерами мнений, на которые они равняются. У них там есть персонажи, на которых как бы все хотят, как он, становиться, да? Друг друга они там хейтят, или наоборот друг друга там... Короче, все пороки общества человеческого и радости общества человеческого, они там представлены, но немножко по-другому. И поэтому вот это вот стихийное развитие, вот это вот, которое вообще как бы не понимается взрослыми вообще абсолютно, оно может быть вот как раз-таки двуликим Янусом. То есть, возможно, это будет развитие общества очень активное, но с этим, конечно же, придет и абсолютно другие ребята, в которых уже заложены совершенно другие как бы механизмы для своего развития. И, например, касаясь темы шутинга в школах там, и так далее, это не потому, что они друг друга стреляют там, в игре, ничего подобного. Это абсолютно такое, я не знаю, такое совково-дегенеративное понимание игр. Это как раз-таки продукт того, что дети обижены. Вот у человека сформировался технологический комплекс в голове. У него не получалось там вообще вот в обществе. Наоборот, он, становясь хейтером, там, скажем, уничтожителем миров в Майнкрафте, он себя как бы, свои плохие качества тренировал. Начиная с 3 лет, там, заканчивая 15 лет. И вот эта вот длительная тренировка, вот это вот плохих своих качеств, она приводит, например, к таким страшным последствиям. Это мое мнение лично. И вот это вот никто не прогнозирует, никто не знает, никто это не изучает, не анализирует, не детализирует. И вот мы получаем то, что мы получаем. И мы будем получать еще больше, на мой взгляд. Потому что 99% детей будет активно, очень быстро развиваться хорошо, да? Но 1% будет как раз-таки вот уничтожителем миров в Майнкрафте. Вот поэтому, на мой взгляд, мне кажется, университетам очень нужно внимание на это обращать и с научным подходом хотя бы начать изучать эту тему. Это вот мое личное мнение, вышедшее из моего 5-летнего погружения вот в их мир. Вот у меня, в принципе, все. Замечательно. Относительно вот всех этих изменений, действительно, они преломляются и мировоззрение, и психики, и восприятие молодого поколения, потому что они на самом-то деле становятся, как говорится, эмансипируются во многих моментах, получают возможности, которые не были никогда действительно ранее, и, соответственно, тут происходят уже болезни
как мы раньше говорили, болезни роста, да, так сказать, то, что они в социальном плане своего развития имеют определенную какую-то стадию и одновременно имеют все возможности, которые дают новые технологии. То есть тут уже получается во всем стратификации нашего общества очень сильное влияние идет уже на, скажем, на молодом возрасте фактически, и это может повлиять действительно на полностью на развитие, потому что их влияние становится невероятно большим. Особенно мы сейчас же видим, да, так сказать, что большинство традиционных предпринимателей, традиционных индустрий, они начинают занимать невероятно маленькое, да, так сказать, влияние или силу, тогда как новые деструктивные технологии, они, имея при этом, вовлекая не такое большое число людей, становятся невероятно влиятельными. И при этом все эти очень важные люди, невероятно молоды в своем возрасте и, возможно, в своем социальном опыте, политическом и прочее. И фактически мы видим действительно картину очень интересную. Да? С одной стороны, устоявшиеся политические, иерархические сословия, скажем так, классы, элиты, и одновременно абсолютно новые технологические элиты, которые уже возникли, и они пытаются вырваться на определенные позиции, в которых они могут иметь свое выражение, возможность высказаться, возможность иметь влияние. И особенно я это вижу, как вот молодежь сейчас активно вовлекается в защиту, значит, природы, да, экологии и прочее. Мы видим там, как очень даже школьного возраста ребята в этом очень активно принимают участие. Но как биолог, да, как человек, который занимался молекулярной биологией, для меня, например, было потрясающим таким событием, насколько быстро изменения, связанные с так называемым секвенированием генома, да, смогли продвинуться настолько быстро, нереально быстро, что первые там, когда мы секвенировали геном человека, стоили там миллиарды долларов, то сейчас полная секвенация, ну, таком грубом таком приближении может стоить всего $100, да, так сказать. То есть возникли такие технологии, которые позволяют заглянуть в самое сокровенное, внутрь самого устройства человека, со всеми его там тысячами генов, посмотреть все это. Настолько все развивается не то чтобы семимильными шагами, а фактически со световой скоростью. И сейчас возникли такие моменты, что, используя вот эти новую информацию, можно, например, все это повлияет и изменит всю систему индустрии, да, допустим, индустрии, которая связана со страхованием, да, так сказать, личности человека, всего страхования жизни, потому что оно сразу же покажет все возможности. Вы как врач-доктор, да, это все же понимаете, да, так сказать, что как много у человека возможностей все-таки связано и закодировано в его генах, да, так сказать, возникновение тех же состояний, которые мы всегда называем как-то синдромами, а на самом-то деле это что уже предетерминировано состояниями, развитием его генов. И, соответственно, могут возникнуть разные подходы к этому, да, так сказать, с точки зрения индустрии, которая уже существует, той же самой страховой индустрии. И это сразу же будет влиять на то, какие работы или как работодатели будут принимать людей на работу. Не видите ли вы в этом какие-то невероятные опасности, или вы думаете, что это нормально, что это должно идти так? Ваше мнение, пожалуйста, Петр Афанасьевич. Так, ну тут, наверное, середина, правда где-то в середине. Я так тоже считаю, что, возможно, это будет очень сильно влиять, будет отрицательное влияние такое заметное, по крайней мере, но все же у нас в геноме заложено все-таки развиваться, и у нас в геноме все-таки заложено, у человека вообще всегда как бы заложено то, что он должен созидать, да? И это никуда не деть, но все равно будет какой-то процент, скажем так, отрицательного элемента.
И просто раз усиливается положительный элемент, отрицательный элемент также будет усиливаться. И поэтому, чтобы его немножко как бы снизить, вот, например, я вот хочу вот немножко, может быть, это покажется немножко далеким, например, метавселенная Facebook, да, вот сейчас пытаются начать делать. Что это такое изначально, да, метавселенная? Это, ну, никто не понимает, все думают, что там, ну, может быть, какая-то игра или там, или что, или виртуализация. На самом деле они, видимо, имея большой опыт, скажем так, управления большими массами людей, огромными массами людей, управление с помощью, вот как Александр Владимирович правильно заметил, что воздействие именно на потребительскую способность, что именно покупать, там, моделирование там, трендов и так далее, так далее, так далее. Большие бигдаты у них есть. Они хотят вот как раз-таки в метавселенной собрать вот эту часть виртуальную человека, которая заложена, которая формируется у детей из-за игр. Ну, в их игровом пространстве. То есть сейчас как бы у детей как бы двоякое восприятие всего. То есть у ребенка есть некая традиционная школа родителей и реальный мир, который, ну, взаимодействует. Ну, кушает, там, я не знаю, ходит в школу, там, физически как-то действует. И при этом у нее есть еще виртуальный мир, который никак не соприкасается с этим реальным, и он как бы постоянно живет в таком раздвоении, у них раздвоение личности у всех практически, да? То есть они совершенно другие люди в реальном мире, когда они заходят к себе в Discord там и в свои игры, они совершенно другие люди, разные личности, да? И, видимо, вот, чтобы собрать эту часть, они сейчас начали эту метавселенную делать, и сейчас многие начали этим заниматься. Большая компания, это Tencent, например, да, которая получила данные от, видимо, игры их PUBG, в которой играет сотни миллионов детей, сотни миллионов. И у работодателя здесь вот в таком традиционном понимании я не вижу никаких, скажем так, прямых таких методических руководств. То есть невозможно сейчас сказать, что именно нужно сделать так, чтобы какую-то такую хорошую профориентацию делать. Этого мы не знаем, потому что мы не знаем фундаментального, что происходит там внутри. Мы не знаем фундаментально, не можем анализировать. Соответственно, наши выводы все получаются липовыми сейчас. Вот мы хотим, например, создать там пар будущих поколений для детей, например. Да? Как это создавать, если они будут это воспринимать как реальное? Вот как реальное. Это вот реальное. Вот прямо мама сказала идти туда и слушать некоего там Петра Неустроева, например. Если я туда пойду, я получу там оценку. Вот так это ребенок воспринимает. При этом он, сидя на моей лекции, будет общаться со своими ребятами, у него будет совершенно другой мир, в котором он совершенно по-другому это будет воспринимать. Вот эту вот разницу мы никак не можем понять, и вот этот разрыв между отцами и детьми, он просто, если раньше он вот такой маленький разрыв был, да, в прошлые века, то сейчас он вообще вот сотни километров уже. Как вот это вот вопрос? На мой взгляд, это вообще государственная важность не только в России. Это вообще везде абсолютно. Это в США, там, в Японии. Вообще во всем мире этот разрыв резко получился. Он буквально появился вот в течение 10 лет этих последних. Как вот с этим, вот мне кажется, очень много сил нужно бросать на это и изучать. И психологи должны там изучать, и вообще даже психиатрия должна туда зайти, по большому счету. И притом, потому что не зная, как у них там происходит, что, мы не можем делать выводы. Соответственно, если мы не можем делать выводы, мы не можем давать рекомендации, там, скажем, тем же самым работодателям, как находить там, и так далее. То есть в реальности он может быть абсолютно адекватным человеком, но виртуальная реальность у него совершенно неадекватная, например, скажем. Ну, я такой простой пример. И ты берешь его на работу, и вроде бы как он физически так нормально выглядит, но виртуально творит плохие дела, скажем. И он токсик. Вот в технологических компаниях сейчас, например, это занимает практически, вот, коллеги не дадут соврать, которые работают со стартапом, это занимает 70% труда директора, ну, SEO, да, человек, который занимается вообще самой компанией. Это выявлять токсиков и убирать их, несмотря на их отличнейшие качества, как, скажем так, специалиста.
Представляете, да? То есть 60-70% сил уходит выявить токсика и убрать его, потому что он уничтожает работу компании. Хотя он как специалист просто отличный. А токсик он почему? Вот мы пытаемся понять, почему он токсический такой человек. И когда начинаешь смотреть, как он играет, как он находится в игровом мире, в виртуальном мире, кем он был, вот его историю, когда начинаешь анализировать, там сразу видно, кто он такой. Интересно, вот интересно такие странные, конечно, рассуждения с точки зрения человека с 23-летним хирургическим опытом, но это так, к сожалению. Вот. Мы сейчас вот это прекрасно понимаем. Когда человек себя ведет как вот в виртуальном мире, он по-настоящему, на мой взгляд, он такой, а не такой, как он в реальном мире. Вот поэтому, например, скажем, для работодателя, наверное, было бы интересно иметь какие-то инструменты, которые позволяют историю человека посмотреть. Вот в таком, скажем так. Ну, они скоро появятся. Уже есть такие стартапы. Замечательно. Ну вот вы говорите, да, вы сами находитесь в таких проектах, которые преобладают такие интерфейсные моменты, да, так сказать, как вот в реальности, да, и в виртуальном мире все может происходить, и вы пытаетесь все это взаимодействие изучить и какие-то там найти возможности для того, чтобы мы могли это все использовать. И при этом, да, кстати, хотел бы узнать, да, от вас, как вот человека, который непосредственно этим занимается, относительно вот действительно электрической, ну, электронной идентичности человека, да, кстати, прочее. К чему это все приведет? Действительно ли мы можем в ближайшем будущем или, может быть, в каком-то будущем, да, так сказать, видеть человека, его идентичность, личность фактически как электронный след, как электронный прототип и прочее. Такое возможно вообще? Можем ли мы, наше общество, да, так сказать, в этом плане, как он будет дальше развиваться в таком плане? Я абсолютно уверен, что так будет, потому что я это конкретно вижу. Приведу маленький пример, очень такой показательный. Смотрите, есть такая социальная сеть, называется «Лайки» для маленьких девочек. Маленьких девочек и мальчиков, да? И когда мы запустили там такую вещь, ну, моя дочь там блогер там тоже, да, там имеет определенное число подписчиков большое. И мы запустили такой тренд, что мы рисуем аватарку человека и его токенизируем, то есть придаем цифровой токен, который никогда не изменится и является как бы навсегда. Ну, наверное, в курсе, что такое цифровой токен, да? Который, например, ну, регистрируем на OpenSea и становится как бы навсегда, это только твой аватар, это твоя личность. То есть привязывается к личности этого ребенка, да? Завалило, просто завалило. Все хотят получить личность. Дети от 3 даже лет до там 18, до 16 лет девочки. Все хотят получить личность. Им не важна личность реальная. Ну, они не понимают, что реальная личность. Как там должна? Паспорт? Что это такое? Бумажка какая-то, с которым нужно проходить там, когда ты хочешь там на курорт поехать. Вот так они к этому относятся. А вот к цифровой личности, что это я, что это вот навсегда я, вот такая вот и так далее, они относятся очень-очень скрупулезно, так скажем. И сколько стоит? И у них очень хорошие вопросы. Сколько это стоит? Как мы будем, как это будет гарантировано, что это будет навсегда? Как это гарантировано от, скажем так, воровства? Где это можно хранить? И так далее, и так далее, и так далее. То есть это их задело очень сильно, задевает за живое. Поэтому в будущем, это не в будущем, скорее всего, это уже очень-очень быстро будет конкретная такая токенизация цифровых личностей. И мы, самое смешное, мы даже не понимаем, что это такое. Вот вообще не понимаем. А вот у них будет свой мир совершенно. И будут слушаться своих людей, получается. Новая элита там уже вовсю формируется. Мы уже на праздник, мне кажется, опоздали. Но вот как-то так.
Скажите, пожалуйста, вот есть же сейчас феномен, да, так сказать, который уже возник из-за того, он реальный, да, и физически уже ощутимый. Это воздействие искусственного интеллекта. И сейчас, когда мы уже заходим в эпоху квантового компьютинга, да, и прочее, и искусственный интеллект будет невероятно сильным, превалирующим во всех, значит, средах, во всех отношениях нашего общества и прочее, да, так сказать. Вы можете себе представить, в каком виде может формироваться вообще понимание нашего и устройства жизни, да, так сказать, и прочее, когда вы можете представить, да, так сказать, что в любом доме может быть, собственно говоря, значит, человек или и искусственный интеллект, который будет отображать фактически, да, так сказать, всю полноту того, что они считают авторитетом, да, так сказать. Такое возможно ли и как это может повлиять вообще в развитии человечества? Ну, тут хочется сказать, что немножко преувеличена роль искусственного интеллекта. По сути, искусственного интеллекта пока еще нет. Начнем с этого. Есть классификатор, да? На основе большой бигдаты можно, скажем так, на ресурсах хорошего классификатора найти, который найдет именно оптимальный. Сейчас все работает на бигдатах, поэтому, да? Но я думаю, что это недалекое будущее, когда все-таки начнет думать, ну, реально как бы пытаться найти какие-то выходы будет искать. Но пока что такого еще нет, пока что, поэтому все пока в руках у разработчиков. То есть все вот эти фантастические идеи, то, что там, ну, Терминатор там, и так далее, это немножко другое, пока рано еще про это говорить. Но, скажем так, попытки уже начинаются, например, как бы попытка создания алгоритма, генетического алгоритма, например, да, попытки идут. То есть очень большие объемные данные пытаются как бы находить, но я думаю, еще пока рано об этом говорить. Как-то мне, ну, лично такое мнение. Ну, как говорится, мы сейчас живем в эпоху огромных, больших неопределенностей, да, так сказать, это можно назвать веком, да, может быть, веком неопределенности, да, и, соответственно, всякие изменения, которые происходят, да, мы не можем абсолютно сейчас даже сказать, как они будут выглядеть в очень даже ближайшем будущем, но факт остается фактом, что любой креативно мыслящий человек может преуспеть в данных параметрах, скажем, установленных или постоянно меняющихся, потому что то, что заложено в человеке, оно уже имеет, как говорится, ну, можно представить в виде инструментов, которые позволят человеку быстро адаптироваться в такой ситуации. И мы надеемся очень, я надеюсь лично, да, так сказать, что все-таки то, что происходит очень ранее, образовательная такая тенденция участия молодых очень детей, да, так сказать, в этом процессе, оно в дальнейшем позволит более ясно понять, какие же пределы человека, да, в его адаптивных моментах и прочее, то, что заложено многотысячными, миллионами лет эволюции. Ну и на этой ноте, наверное, я хочу завершить наш сегодняшний вебинар. Ребята, как говорится, изучайте все новое, то, что происходит, и, соответственно, вы можете нам подсказать, как дальше мы можем жить и развиваться. И поэтому очень благодарю, что вы сегодня послушали нас. Спасибо большое всем нашим участникам. Спасибо большое, Петр Афанасьевич, Александр Владимирович. И на этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо большое, Альберт Иванович, за то, что вот организовали все это сегодня. Спасибо большое. Ну и Слава здесь, в точке кипения. Спасибо, Слава. Угу. Благодарим еще раз всех организаторов и точку кипения Северо-Восточного федерального университета за предоставленную возможность. Спасибо. До свидания.